Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня эта запись производится 4 февраля 2018 года. Каким образом мы принимаем сообщения, каким образом мы принимаем звонки? Когда уже дошло до того, что телефон с номером 8 928 002 56 56 уже захлебнулся в потоке сообщений, не успевал никак читать, тем более, что личный телефон, который у меня есть, в нем уже другой номер совершенно, это мой личный, и я даже здесь, в этом самом телефоне, не успеваю отвечать на все сообщения, их тоже достаточно много. В результате, после обсуждения этого вопроса, двое моих товарищей, очень хорошие ребята, они взяли на себя огромный фронт работы. Один из этих товарищей – это Апти Садыков, который работает со мной в департаменте внешних связей. Он взял телефон и сим-карта Мегафон у него в телефоне, и он круглые сутки, когда звонят, отвечает на звонки, выслушивает, и мне или звонит, или присылает сообщение, что звонил такой-то, такой-то, у него такой-то вопрос, вопрос или срочный, или несрочный, что вот надо так-то и так-то. У Апти, у него две работы, он работает в департаменте внешних связей, и вторая общественная работа, которой он тоже уделяет очень большое внимание и много времени, это уже молодежное движение Ахмат, он и там состоит. И несмотря на то, что он фактически, можно сказать, работает в двух местах, плюс к этому он умудряется и днем, и ночью отвечать на телефонные звонки, разговаривать с людьми, принимать эти звонки. Причем он не получает за это ни зарплаты, ни премии, ничего. Это просто все на добровольных началах делается. И замечательный парень. В следующий раз, когда буду писать уже другое видео, я уже расскажу о многих людях, которые так или иначе причастны к этой работе. И расскажу, конечно, более подробно и об Апти, и следующем парне, даже покажу их фотографии. Вот, у Апти одно четкое задание. Если где-то что-то случилось, что-то такое экстраординарное, форс-мажорное, днем или ночью, он должен выслушать, посмотреть, и авария это или что-то такое, чрезвычайное происшествие, он должен позвонить мне хоть после полуночи, хоть под утро, в любое время, должен позвонить, разбудить и дать номер человека, который где-то попал в беду. И дальше уже я работаю уже со своего основного номера, работаю с этим человеком, и Апти может спать дальше до следующего, как говорится, звонка. Просто сейчас, когда рассказываю этот момент, вспомнился, допустим, один случай. Мне Апти позвонил где-то около 12, нет, чуть раньше, где-то половина 12 ночи. К сожалению, очень часто именно в это время происходят какие-то события. И сказал, что звонит один парень, который работает охранником где-то в одном из торговых центров в Подмосковье. И вот что он у себя на работе попал в очень неприятную ситуацию. У них там какие-то хулиганы зашли в торговый центр, там избивали какую-то девушку. Вот этот парень, Хамзат его звали, чеченец, он, насколько я помню, он жил в Астраханской области, а поехал учиться уже в Подмосковье, и там устроился, свободное от учебы время, вечером устроился работать охранником в местный супермаркет. Это просто, к слову, вспомнил один из таких случаев, когда он позвонил, и до 2 ночи я сидел с этим парнем, был на связи, он рассказывал, что происходит. Я его, когда вот эти вот самые хулиганы, они избивали девушку, там вот этот Хамзат, потом еще один охранник, который с ним был, дагестанец по национальности, еще один охранник, русский парень. Вот они втроем противостояли этим хулиганам. Получилось так, что они их
уже выбора никакого не было, им пришлось применить силу, они их побили. Те вышли, позвали какую-то, ну, образно говоря, свою братву какую-то. Потом руководство этого торгового центра вызвали полицию. В общем, после того, как полиция приехала и пообщалась с этими хулиганами, они почему-то спешно удалились. Несколько десятков хулиганов осталось на улице. Все это время ночью сидел с ними на связи и объяснял, что и как надо делать. Попросил сразу сделать видео вот этих двоих выпивших, агрессивных парней с тем, чтобы, если не дай бог что случится, чтобы знать, кого искать и кого, скажем так, привлекать к ответственности и на кого подавать в суд, скажем так. Ну, к счастью, получилось так, что я объяснял ребятам, что нельзя сейчас, их вызывали на драку, на улицу, я объяснял, что сейчас главная задача дожить до утра. Это я просто такой эпизод рассказываю один. Сейчас главная задача дожить до утра, потому что если они сейчас выйдут, типа на разборки, там, на пацанскую драку там, с 20-25 хулиганами, то их или забьют руками, ногами, или забьют палками, или вполне возможно, что просто-напросто зарежут. Вполне возможно, что просто-напросто ударят ножом, и они могут просто не дожить до утра. Я объяснял, что сейчас ночь, первый, второй час ночи, что я ничего им помочь сейчас не могу. Я объяснял, что сейчас у них задача не поддаваться на провокации и не выходить оттуда, просто-напросто дожить до утра. Потом получилось так, что уже после 2 часов вот эти вот ребята, которые там были, хулиганы, они разошлись, и мне Хамзат, мы перезванивались буквально через каждые там 3-4-5 минут максимум. И у меня на всякий случай было действительно видео и фото тех злоумышленников, которых они успели снять. И получилось так, что вот это хулиганье на улице разошлось, и Хамзат сказал, мы пойдем за теми 2 ребятами, приехали машина, их отвезли, то есть такси они вызвали, я тоже вызвал такси, я еду к себе. И, в общем, точно так же, пока Хамзат ехал в такси, он подъехал к своему подъезду, когда он заходил в подъезд, он был со мной на связи, он рассказывал, что видит, где, что, как, адрес, где. И в последний момент, после того, как он сказал, все, я зашел в квартиру, закрыл дверь, уже дальше ничего происходить не будет. Это было уже, по-моему, где-то в 4 часу. Тогда я сказал, все, тогда отбой, ложись спать, и все будет нормально. Мы на следующий день, конечно, рассчитывали уже, что будут какие-то продолжения, но что было интересно, пришли эти 2 ребят, которые ночью, скажем так, вели себя предельно агрессивно, угрожали там смертью, чем только не угрожали. И получилось так, что главным действующим лицом был именно Хамзат, потому что он был физически сильнее, чем его коллеги по работе. И они подошли к нему и к этим ребятам, извинились за свое поведение ночью и сказали, что вы имели полное право нас побить, ударить, что мы очень плохо себя вели, что мы избивали девушку, что мы оскорбляли самыми последними словами вас, что пытались вас избить. То есть у нас к вам нет никаких претензий, мы приносим свои извинения. Ну и слава Богу, что так и, как говорится, и завершилось. Это я просто привел пример. Таким образом, мы поддерживаем контакты, когда надо, Оптим мне звонит, я связываюсь и дальше уже звоню каким-то людям, которые, если есть необходимость, чтобы кто-то подъехал, я уже звоню и пытаюсь организовать так, чтобы кто-то пришел к человеку на помощь. Как правило, это бывает авария или что-то в этом роде. И у меня в очень многих регионах уже есть контакты людей, которые сами звонили, писали и просили
когда будет какая-то проблема, допустим, в этом городе или в этом регионе, в первую очередь звоните именно им. Самое интересное, я этих людей не знаю, я их даже никогда не видел, я не знаю, кто они. Но когда мне звонят и предлагают помощь и говорят, что вот в таком-то регионе, если что-то случится, пожалуйста, скажи мне, я готов выехать куда угодно и помочь человеку, который попал в беду. Или в этом городе, или в этом регионе. Или даже есть люди, которые там на 2-3 региона сразу заявляют о своей готовности помочь, то я этих людей записываю, как говорится, в телефоне в особый список. И знаю, что в таком-то регионе, если я набираю, и есть там человек, которого я сохранил помимо имени и названия города или региона, я дописываю кодовое слово «союзник». Это значит союзник в этом благом деле. И я звоню этим людям, и они идут и помогают. Я звоню этим людям, и они идут и помогают людям, которых никогда в жизни не видели, а возможно и не увидят. Это просто здорово, честно говоря. Вот такой вот момент, это то, что связано со звонками. Помимо этого есть WhatsApp на том же номере 8 928 002 56 56. Этот WhatsApp как бы я разделил. Загрузил WhatsApp в один телефон, потом переставил сим-карту в другой, и получилось так, что один номер на 2 телефонах. В одном телефоне сим-карта, в другом телефоне WhatsApp. Вот этот телефон с этим WhatsApp у меня забрал, сам попросил возможности, как бы сам попросил о том, чтобы я ему дал этот телефон, дал возможность с этим поработать. Забрал один очень хороший парень, которого зовут Ахмед Бацаев. Он из села Джалка, работает он в Гудермесе. Я его вижу примерно раз в несколько месяцев всего лишь, но телефон находится у него с WhatsApp. И в среднем в месяц ему поступает около 10 тысяч сообщений. И у него громаднейшая работа, которую он сам на себя взвалил. За эту работу он не получает ни зарплаты, ни премии. Просто это не предусмотрено, нет у нас ничего подобного. Это как на общественное начало все. И он помимо своей основной работы вечерами, ночами сидит, изучает все эти сообщения, отвечает там, где надо, сам поиски проводит. И его задача как бы отсеять, скажем так, несерьезные как бы сообщения и отсеять сообщения однотипные и резюмировав оттуда там что-то важное, то, что реально важно, то, что там, если повторяется, допустим, одно сообщение прислали, допустим, 50 человек, он смотрит, все это изучает, все это проверяет, прослушивает. И мне присылает, допустим, вместо 50 сообщений, которые он просмотрел, он мне присылает это одно. И таким образом я получаю каждые там 2-3 дня, от него получаю там несколько десятков сообщений, где говорится, что надо посмотреть это. Он присылает само сообщение и номер телефона, с которого оно пришло. И я дальше уже связываюсь, или пишу этим людям, связываюсь с этими людьми. Вот так вот. И интересно также, что мой непосредственный личный телефон, я сейчас вам покажу, вот это WhatsApp, если вы видите, не принятых, вот не видно, в общем, не отвеченных, не открытых сообщений на WhatsApp у меня сейчас 2653, просто не открытых сообщений 2653. Пару месяцев назад их было 5800 с чем-то. Я с огромным трудом, они же поступают каждый день по несколько сотен сообщений, поступают в том числе и на этот телефон. И каждый день я пытаюсь их проверять, смотреть, и мне с большим трудом удалось с 5500 снизить количество непрочитанных, неоткрытых сообщений до 2500. Но дальше пока никак не получается, я надеюсь, получится со временем. Еще один товарищ в нашей команде, это девушка
из Ингушетии. Девушку зовут Марита. Я ее мельком видел один раз всего лишь. Она точно так же, там где-то более полугода назад, мне вот несколько раз какое-то время писала, там благодарила за проект, и потом неоднократно просила возможности как-то поучаствовать в этом деле, как-то помогать. И после очередной ее просьбы, в общем, я придумал, что было бы очень хорошо, если бы кто-то мне напоминал, что я забыл то или иное событие отработать. И поэтому мы договорились так, что когда поступает какое-то сообщение, я его вынужден отложить, но я боюсь, что я его забуду, а когда идет огромный поток информации, то память страдает очень сильно. Когда я его боюсь забыть про это сообщение, я его отсылаю Марите и говорю: напомни мне, пожалуйста, про это там, через 2 дня, через 3 дня. Она что делает? Она берет все эти сообщения, записывает их списком, и я практически каждый день получаю по WhatsApp получаю новый список. Там написано первый пункт, там такой-то, второй пункт такой-то, там 10-й, 12-й пункт такой-то. И когда я что-то отрабатываю, я говорю, там 6-й пункт, допустим, отработан. Она берет 6-й пункт, вычеркивает, там номера снова приводит в соответствие, как и положено. И дальше уже на следующий день снова мне присылает уже обновленный список. Там, допустим, через сколько-то дней я говорю, что вот 3-й пункт завершен, там 8-й пункт завершен, там 11-й пункт завершен. Она опять же эти пункты вычеркивает, добавляет новые, которые я сказал, и опять держит меня в курсе событий, чтобы я ничего не забыл, скажем так. И вот таким образом, по большому счету, вот конкретно по этому проекту у нас работает 4 человека. Просто получается так, что я здесь постоянно на экране, вы меня видите, а вот ребят, которые Абти, Ахмеда и Мариту, которые фактически проводят большую работу, очень большую работу, они как-то особо не хотят светиться, так сказать, и поэтому вы видите только меня. Я говорю только о технических участниках канала, проекта, канала Даймок Онлайн. А так, когда где-то в регионе что-то происходит, то по большому счету работает очень большая команда. Очень большая команда. Более чем в 40 регионах Российской Федерации есть официальные представители главы Чеченской Республики. Я непосредственно работаю в контакте с этими представителями. И когда где-то что-то происходит, я в первую очередь обращаюсь именно к этим представителям. Они замечательные люди, которые проводят огромнейшую работу. Но вот об этой части, что строится, я, наверное, расскажу уже в следующий раз в своей следующей записи, если вам будет это, конечно, интересно. А пока я рассказал чисто о технической стороне дела, и я надеюсь, что это вам было интересно.